Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цыпандин. И к нам сегодня в гости пришла руководитель пресс-службы МЧС Якутии Ксения Рахматуллина. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Да, познакомьтесь, пожалуйста, с Семеном, хотя я знаю, Очень что приятно. вы знакомы. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей передаче. Кулинарное ток-шоу мы его называем, кулинарный концепт. Кулинарный, и поэтому чем вы к нам сегодня пришли, хотя я знаю, все равно этот вопрос должен задать вам. Хорошо, сегодня мы будем готовить манты. Мое любимое Ух ты. блюдо. Да. Еще раз повторяю это. Я репетировал это. Вы репетировали Я репетировал ваше- это, мое любимое Это было блюдо. не специально? Это не специально, да. Это мое любимое блюдо. Я не знаю, откуда это вошло. Манты, бузы. Вот я почему-то это люблю. А у вас почему выбор пал именно на это блюдо? Традиционно это наше семейное блюдо. Вот, на скорую руку, когда планируются гости. На скорую? На скорую руку. У нас Так. всегда есть и в морозилке манты в семье. А, ну то есть вы И как да, бы и если- долгими вечерами налепливаете в морозилку, чтобы раз вытащить и как? Я не настолько профессионал. Ага. Я говорю, что в семье это на скорую руку. Ага. У меня, когда к маме в гости приходишь, Ага. вот, мама там, да, если нет в морозилке, значит, быстренько она за Налепит. полчасика налепит и поставит. Все, Ага. это прекрасный ужин вот, Да, для да. гостей, поэтому вот это традиционное О- семейное блюдо на скорую руку. У нас. Очень вкусный и сытный, да? Но Да. я смотрю, у вас нету мантоварки. И... Сегодня мы будем использовать сковородку. Так. Ну, я сказала, что вот манты, традиционное блюдо, я его тоже люблю, но Ага. не всегда есть возможность где-то в командировках поесть. Ну да. Ага. С мантоваркой ты не поедешь. Ну. У нас есть, конечно, ребята, которые с казаном ездят в командировки. Ага, ага. Вот, ну, я не такая, казан тяжелый, я девушка худенькая. Мгм. И, соответственно, мы будем использовать сегодня сковородку. И, может, для многих хозяек, для кого-то это будет открытие, что манты можно приготовить и без пароварки, используя просто И так, сковородку. и так, да? Да. Хорошо, да. Давайте посмотрим, как у нас Давайте все получится. приступать. Мы начнем сначала. Сначала мы начнем, я начну с теста, а Мгм. вас попрошу заняться мясом. А Вася попрошу Отлично. остаться. Да, попрошу, пожалуйста, можно лук Давай. нарезать Мгм. меленько. Меленько, Не сильно крупно, да, потому Мгм. что у И нас добавить будет... фарш. И добавим фарш его. Фарш, также соль и перец. Да? Соль и перец, Мгм. и потом мы добавим, я специально принесла приправу, Мгм. вот, я ее купила во время путешествий, нет, да. Специальный блюдо. Ну, специальная для мяса, это смесь, я ее приобрела в Республике Чечня, была Ага. вот зимой, вернулась оттуда, набрала, как обычно, много специй. А вы Ага. можете мне помочь, пожалуйста? Можно муки насыпать? Да, вот сюда, да? Да. А, ну Вот, чтобы... замечательно. Вы же тестом и как бы это... Да. Еще, не еще. стесняйтесь. Ну, я как бы это... Отлично. Хватит. Спасибо большое, хватит, да. Я займусь тестом, его раскаткой, подготовим мясо, потом быстренько налепим и приготовим. Да. Пока вы занимаетесь тестом, меня всегда делают замечания, но я все равно должен этот вопрос задать, иначе передачи может и не быть. Расскажите, Ксения, пожалуйста, немножко о себе. О себе, ну, Да. я работаю в МЧС. Я знаю, да. Но как так получилось? Вы же не закончили школу и сразу пошли работать в МЧС. Я закончила 21-ю школу в Якутске, сама родом я из Хангаласского района. Хангаласского. Хангаласского, да, поселок Махсагалох. Ага, Для тех, кто не знает, это Соколиная гора. я знаю. Вы знаете? Хорошо, да, я был много раз. Замечательно. Это Мгм. моя малая родина. Мгм. Очень ее люблю, скучаю. Там у меня бабушки. Мгм. Кстати, по поводу сковородки, это совет мне дала бабушка. Вчера я с ней созванивалась, очень переживала перед передачей. Советовались? Да? Советовались, Семейный да. совет держали? Так. Опыт Да. старшего поколения получается. Конечно, конечно. Вот. И надеюсь, она посмотрит передачу, обрадуется. А что касается моего выбора в МЧС, в старших классах я приняла решение поступить в АГПС МЧС России в городе Москва. Отучилась Что 5 такое лет. АГПС? Академия государственной противопожарной службы – это высшее учебное заведение в структуре МЧС России. Так, а откуда такой выбор? Ну, то есть это довольно... Ну, скажем так, согласитесь, что это не все девушки это выбирают. Или как? Как в вашем случае было? Это было, ну, как я говорила, что мы родом с семьей из поселка. Мгм. Когда мы переехали в Якутск,
много жили в разных домах, Мгм. деревянный фонд, барачного типа. Мгм. К сожалению, в те годы в Якутске был частый случай пожаров, Мгм. несмотря на то, что центр. Мгм. Поэтому для нас было привычно просыпаться посреди ночи, что горит соседский дом или пожар произошел у нас. Мгм. Э, Ну, в юности я приняла такое решение, что не хочу жить в страхе от огня. Ничего себе. Да. Какая такая наложила отпечаток свой, да? Отпечаток, да. Так. И, соответственно, поступила в МЧС, Мгм. чтобы предотвращать пожары и помогать жителям. Прекрасная, интересная, очень такая миссия получается. Ага, и вы до сих пор тогда, получается, там. Да, я когда вернулась обратно в республику, поработала с 2014 года в органах государственного пожарного надзора. Это профилактика пожаров, контрольно-надзорные мероприятия, то есть проведение плановых и неплановых Мгм. проверок в отношении Мгм. различных субъектов и, естественно, дознание по пожарам. Мгм. А пресс-секретарем, когда вы стали? Пресс-секретарем я стала в 2018 году. А, уже давно. Да, да, Ну да, 6 лет получается, да? 6. В 18 году, если. Не говорите таких страшных цифр. Кажется, как будто это было недавно. Так. Назначили меня в 2018 году. Было тяжело, потому что тогда пресс-службы не существовало. Ну, точнее, она была, конечно. Мгм. Переправа, Ну, потому что да? вообще сама Переправа, структура... На глаз? На глаз. Главное, чтобы запах от нее шел. Мгм. Хорошо. Вот. Не сильно только не переусердствовать. Там нет ничего острого. Она в основном на аромат идет. В 2018 году, к сожалению, не было вообще никого в составе пресс-службы. Мгм. Очень многие уходили, не выдерживали. Это... Не, ну потому что нужно сказать, что вообще саму структуру, ну, были очень большие изменения, да, пожарную службу присоединяли к МЧС и все прочее, да, по-моему. Нет. Какие-то организации. Не, я не имею в виду в 2018 году, вообще, ну, вот эта структура же, она создавалась, МЧС же, это не... Хотя пожарная служба была всегда, а МЧС, когда она у нас была создана? Чуть больше 30 лет Да, назад. ну вот да, я про это и говорю, да. Мгм. Да, вы Скажем так, она есть в нашей новейшей истории. Да. Да, МЧС существует в новейшей истории России. Мгм. С 2000-х годов к МЧС были присоединены часть полномочий от МВД, Мгм. то есть тушение пожаров, дознание по пожарам раньше было в составе МВД. Мгм. И с 2000-х годов это уже передали в полномочия МЧС. Мгм. То есть я работаю уже по новому Мгм. законодательству, то есть в той структуре, которая сейчас есть. Есть, ага, Да. так. И то есть, получается, вы стояли и у истоков пресс-службы. Ну, то есть, само собой... Не истоков, нет. У Не, нас, ну, как бы... у нас были сотрудники, было подразделение, говорю, но, к сожалению, сложилось так, что не все выдерживают темп, ритм как бы этой Мгм. работы и увольнялись. Мгм. Освободилось место, Мгм. как самого ответственного, молодого, энергичного сотрудника Вас меня назначили, да. кинули на абразуру, можно сказать. Можно так сказать, да. Так. Долго думали, когда вам пришло предложение? Либо вам сказали приказ, назначить и все. Нет, там получилась ситуация, что я нашла себе место в Новосибирске, Ага. вот, захотела переезжать. Меня лично вызвал к себе руководитель, ныне мой начальник, Гарин Павел Сергеевич. Мгм. Ему стоит отдать должное то, что он ведет беседы со всеми сотрудниками, которые у нас либо увольняются, либо переводятся, то есть какие причины, есть ли какие-то личные причины, чего хочет сотрудник, ну, максимально старается задержать. А у нас фарш готов? Да. Отлично. Вот. Старается задержать сотрудников. Ну, также поступил он и со мной, вызвал, мы с ним поговорили. Я сказала, что как молодой специалист. Кстати, на то время, когда я приехала, я была одна из немногих, кто имел высшее специальное образование. Мгм. Ну, именно по структуре, да. своей, Именно там, по структуре, МЧС, да, по Тем более, что МЧС. я знаю, да, что в МЧС есть свои учебные заведения. Вы учились в Москве, по-моему, в Владивостоке есть, да? Да, Или благодарю. Хабаровске есть, да, вот Дальневосточный, по-моему, есть. Во Владивостоке у нас Во Владивостоке. находится филиал. Да.
Вот. Филиал Вы нашего. в фарш воду не добавляете? Нет, Да? он и так достаточно водянистый сам по Ага. себе. Это смесь свинины с говядиной, Домашний фарш. домашний фарш, хорошо, да. хорошо. Поэтому И там достаточно лука. Ну, то есть... Будет сочно, с- не беспокойся. Супчика, бульончика будет. Будет. Потому что же будет. я знаю, что первое, которое надо укусить, сказать, так, ладно, ага, отвлеклись. Отвлеклись, да, чуть-чуть. Присоединитесь. Так, ну давайте сейчас. Я хотел спросить насчет, может, подогревать? Мы подогреваем, нам нужно на раскаленную сковородку. Угу. Вот, маслица совсем чуть-чуть, чтобы они у нас слегка поджарились, чтобы Мгм. донышко у нас было целое. И потом мы будем выкладывать. Поэтому, да, вы правы, стоит заранее раскалить. Уже раскалять надо. Да. Ну, мы же хотим быстро приготовить. Ну, не быстро, а мы должны уложиться, да, потому Да. что у нас время и определено. Но я же Мы- сказала вначале, что это на скорую руку. Да. Так, ну, по моим, конечно, это манты, бузы называют по-разному, по ним Ага. видно, что они домашние. У меня, конечно, мама с бабушкой любят лепить красивые, прям и в виде розочек, и треугольничков. А я вот так вот быстренько люблю. Кстати, Петр Всё очень у нас быстро. хорошо делает. Да? Да. Бузы, Да. это он все время шутит надо мной. Но на самом деле это неправда. Почему? Не, ну Так я вы, могу, может я, быть, я могу, присоединитесь. я могу это сделать иногда. Попробуй. Давай. Ну, мне если В руки Сень. мыли? и руки, я мыл, да, конечно. Перед передачей у нас Все обязательно. замечательно. Ну, это я так хотела пошутить. Мгм. Санитарный контроль. Да. Можем поменяться местами? Нет, давайте. Вы Здесь? раскатайте, а я возьму и вот А, это хорошо. защипы сделаю. Сколько должно быть защипов? В классическом Это бурятская кухня, бузы, они Да. считаются. то ли 47, то ли 36. Многие, кто 52 говорит. Ой, 52. там по-разному, да. Да? У меня был заместитель мой с Бурятии, Ага. к нам перевелся, сейчас работает во Владивостоке, ну, ушел на более повысшую должность. Ага. Вот как ребята любили с ним ездить в командировки, потому что бурят всегда везде будет готовить бузы, и Ну, неважно. Конечно, это основное же блюдо их. Да? Да, вот, часто очень вспоминаем, вот, созваниваемся, естественно, связь Мгм. не потеряли. Прошу. Да, и теперь берем мясо. Берем мясо, созваниваемся с коллегами и вот Сколько, вспоминаем. хватит же, Да, И вот так же надо делать. Раз. Ой, что-то не так пошло. А, нет, все хорошо. все хорошо. Всё, отлично. Сразу видно, что домашние не в магазине покупали и принесли на Да. передачу. Да, друг на друга не Так, похожи. мы, получается, сейчас должны налить немножко масла, да? Да, чуть-чуть, буквально совсем. У нас сковородка же с антипригарным, да? Ну, вроде почти. да. Можно так сказать. Итак, поговорим все-таки про вашу работу. Да. Наверняка уже, да, за столько времени накопили большой опыт, общаетесь со своими коллегами. Работа именно вашей пресс-службе от коллег других пресс-служб, из других министерств отличается, на ваш взгляд? Имеете в виду по субъектам По или другим от наших министерствам. другим министерствам? Да. У нас у каждого своя специфика, то есть у Так. каждого органа власти. Мгм. Поскольку МЧС занимается безопасностью жизнедеятельности населения, Мгм. то есть в наши, скажем так, интересы входит все, что происходит с нашими жителями. Мгм. Начиная от ДТП, заканчивая отключением электроэнергии. То есть все вопросы, все, что касается жизнедеятельности населения, мы держим на постоянном своем На пульсе. контроле и Мгм. на пульсе, да. Мгм. Выкладываем? Или еще Уже раз? можем? Уже можно накладывать тогда. Что главное, чтобы место было у нас. Все время на связи. Все время на связи, 24 на 24/7, да. Ага. Ну, с коллегами, конечно, мы работаем во взаимодействии. У нас уже установленный порядок. Как я говорила, что я пришла в 2018 году, мне приходилось заново строить всю систему. Опыта у меня не было. Я Мгм. инженер по образованию. Так. Но активность, естественно, мы выстраивали с нашими коллегами и с правительством, и с муниципалитетами, с администрацией. Все заново. Мгм.
Сделали регламент общий по работе, кто за что будет отвечать по информированию. Ну, где-то я, может, избаловала коллег, то, что 24/7 я на связи, мой телефон в открытом допуске. Все знают. Все знают, да, то есть, Да. ну, очень часто население, то есть, естественно, я не могу ответить, что вы не СМИ, я не буду с вами разговаривать, такого нет. Конечно, если по нашему вопросу специфики деятельности я всегда отвечу населению, гражданину. Очень часто, допустим, по паводку было, там писали, что где там у нас вода, как вода, мне вот нужно лодку выгнать, посмотреть. Мне действительно, мне на протяжении месяца писал мужчина каждый день в WhatsApp, что ну что там, когда там уже у вас сводка-то придет, он говорит, мы тут сидим, ждем с мужиками, будет вода, не будет Да, вода. да, да. Ехать ли нам на охоту или нет? Да, да, да. Чуть ли не так, да. Да, У ну, кого, честно как говорится, у кого говорили. какие проблемы, да? У кого какие проблемы. Ага. То есть в этом сезоне мой, скажем так, постоянный звонарь это по работе авиации. То есть у нас прям есть человек, который пишет МЧС, где ваши самолеты, вертолеты, я хочу видеть, как они работают. И, естественно, мы ему не отказываем, мы показываем, снимаем, Мгм. ездим на съемки. Ну, естественно, это в целом для республики, но очень приятно, что жители пишут напрямую, Мгм. мы с ними поддерживаем связь в Даже, социальных даже, сетях. даже так, да? Да, даже так, конечно. Мгм. А сложно вообще вот таким, ну, я понимаю, что очень большой, огромный информационный поток, да, ну, потому что, ну, всего-то происходит очень много. Сложно вообще вот все время быть в курсе событий? Привыкаешь. Ага. Это уже вопрос это привычки. работа привычки, да? Это работа привычки. Ага. Почему многие не выдерживают? То есть, ну, работа же должна нам приносить радость. Ну, Мы сейчас еще один, наверное, положим, а потом будем... в идеале. В идеале, да. Да. Если ты не готов к общению с людьми, назову проще, если ты не любишь людей, не лезь в эту работу. Мгм. Каким бы ты специалистом хорошим не был, можешь делать там замечательные снимки, видео, все, то есть работать с медиа. Но если ты не умеешь общаться и не любишь людей, Мгм. то лучше не идти в такую работу. Мгм. Потому что ты постоянно будешь так или иначе сталкиваться как с Ну, негативной будет реакцией. какой-то так и такой с психологический положительной. дискомфорт, да, для Да, себя? да. Мгм. А что самое тогда вот главное тогда вы отметите для себя именно в работе? Ну вот то, что уже сказали, работать с людьми, Мгм. общаться с людьми. Так, я скажу, наверное, умение контролировать свои негативные эмоции. Все-таки я тоже человек, я тоже устаю, Ну, тоже конечно. есть семья, дела, Личное пространство. личное пространство. Да. Ну, иногда, конечно, Иногда маленький бузы надо такой. лепить. Иногда бузы надо лепить, Да, да. да. Конечно, проводить время с семьей. Ага. Так, потом чуть-чуть Так, нет, прижарили. еще подождем, Мгм. подождем, потом зальем. Надо. Сейчас можно пока крышечкой прикрыть. И как у нас огонь? Не сильный. Все, отлично. Так, а мы же специю добавили в мясо, да? Да. Замечательно. Так, что ж, первое, это, конечно же, прятать свои негативные эмоции. Второе, Управлять своими эмоциями больше, так, правильно сказать. Или все-таки... нет, очень большой все равно накал, когда идет, постоянно работаешь в стрессе, потому что, ну, давайте говорить честно, в МЧС звонят не от хорошей жизни. То есть это мы работаем с трагедией, мы каждый Да. день с ней сталкиваемся. С проблемами, с С бедой. проблемами, да, да. да, да, да. Когда, ну, непредвидение чрезвычайной ситуации. И Да. как бы ты себя не контролировал, у тебя все равно внутри остается. То есть Мгм. особенно, то есть, ну, для меня, как для любой женщины, наверное, очень печально узнавать там о факте гибели детей. Ну, не дай бог, да. То есть, не дай бог, да, конечно. То есть вроде бы я живу в Якутске, Мгм. но мне приходит донесение, что где-нибудь у нас там в селе, в далеком северном, утонул ребенок. Я даю эту информацию, но это, ну, сухо, да, может быть, показаться, да, Мгм. но это не означает, что внутри ты не переживаешь. Конечно. Также и наши, вообще любые наши сотрудники, Мгм. мы просто умеем это контролировать, Мгм. закрывать, но это не значит, что мы не сопереживаем нашим землякам. Мгм. Ну, я вспомню случай, да, у нас тоже был гостем передачи ваш психолог Роман, да, по-моему, его зовут. Да, Роман. Да, как раз именно человек, который занимается, ну вот, когда, не дай бог, какая-нибудь беда произошла, чтобы правильно преподнести информацию, информировать, все прочее. Чуть-чуть поджарился. Что там у вас? Ага, все, можно заливать кипяточек.
Мы заранее сделали кипяток, мы поджарили, Ага. и сейчас мы заливаем кипяток, нам нужно по ушке. То есть, Покушай. да, мы, чтобы у нас вода не проникала. Мгм. И все, и закрываем крышечкой и Сейчас. ждем. Чуть-чуть. Кому-то придется вторую порцию делать. Мгм. А ну ты пока мы первую, да? Да. Что ж, ну это по качествам мы с вами обсудили. Первое — это умение прятать, да, эмоции контролировать. Второе — умение извиниться, если где-то ты себя не проконтролировал. Мы все люди. На самом деле, ну, у меня тоже были ситуации, когда, ну, не то, что я срывалась на журналистов или на население, но бывало, что где-то интонацию ты повысишь. Это все равно неприятно. Ну, человек выполняет свою работу, особенно журналисты, у них тоже есть задание редакции. Мгм. Вот можно вас попросить мне волос поправить? Так. Да, спасибо большое. Так. Почти. Почти удалось. Да, почти удалось. Вот так. Да. Хорошо. Есть Ага. задание редакции, то есть человек выполняет свою работу, я это прекрасно понимаю. Мгм. У нас Ну, каждый есть Москва. выполняет свою работу. Да, у нас есть Москва, Вот так, в да? которой мне важно, что у нас, да, Пойдет? все пойдет, и закрываем крышечкой. Огонь Что у нас в поменьше. республике может, да, Мгм. что у нас может быть ночь. И если честно, ни один еще пока, ну, я надеюсь, что так и сохранится, потому что где-то, если я себя не так проконтролировала, интонации, я всегда извинюсь. Мгм. Я извинюсь, Ну, то я есть признать объясню. свою ошибку. Да, признать свою ошибку. И я... неправоту, может быть, да, какую-то? Да, это на самом деле очень хороший инструмент, потому что все мы люди, на самом деле все прекрасно все понимают. И если извиниться перед человеком, то никаких негативных последствий не будет. Мгм. Ну, то есть разрядить обстановку, то есть Да. проблему решить здесь, а чтобы не было, не копилось, скажем Не так. да? копилось, да. Так. И третье, готовность ко всему новому. Мгм. Так, вот этот у нас маленький получится. Вот. Маленький кусок. У меня тут готовность ко всему новому. Мгм. Очень много интересных моментов предлагают сами журналисты, корреспонденты. А давайте вот мы попробуем здесь снять. То есть у нас сейчас идет небольшая перетурбация вообще информационной политики министерства. Мы стараемся, ну мы всегда стараемся быть ближе к населению, тому, Мгм. что им интересно. Вот, и стараемся все больше отходить от официоза, вот, быть ближе к людьми все-таки. ЧС работает на благо населения. То есть нам Мгм. в первую очередь важно, что о нас думают люди, с которыми мы Ну, то работаем. есть какое-то восприятие останется. Да. Ну, потому что, чтобы было, МЧС это наши друзья, если что, Да. не дай бог, МЧС всегда придет на помощь. Конечно, Такую вот позицию тогда выбрать, получается. да. А как оценили вашу работу, вашу пресс-службу на федеральном уровне? Хвастайте. Ну, это, ладно, похвастаюсь, так уж Ага. и быть. Ну, в общем, пару лет назад я стала лучшим пресс-секретарем среди структуры МЧС России на Дальнем Востоке. Можно поздравить. Да. Да, потом на России я заняла 4-е место. Как добивается этого? Каким образом идет оценка? Оценка идет по разным параметрам. Естественно, Так. это показатели работы с населением, со СМИ, это развитие и ведение социальных сетей, специальных рубрик, ну, показатели, естественно, по информационному обмену, сотрудничество, конкурсная программа по подготовке социальной рекламы. То есть мы ее делаем сами на конкурс. Здесь у нас в регионе, конечно, мне помогают ребята. У нас есть несколько организаций, естественно, там Сахамедиа, то есть ребята с Якутии 24 тоже с телеканала. Как бы, ну, нас в штате есть я, мой заместитель, Мгм. и еще при ЦУКСе девушка. То есть по факту трое, и еще одна девушка на полставки Мгм. работает. И такой большой информационный наплыв, который на нас приходится, очень тяжело Ну контролировать. да, который Мы нам это, надо да. все время обрабатывать, причем оперативно. Да, Очень оперативно надо же, да? Ну, потому что поэтому нам всегда идут на помощь наши коллеги. Никто никогда не отказывал, всегда помогают. нет уже работы МЧС сезонности. У нас Всё каждый время сезон, что-то происходит. да, у нас Да. каждый сезон уникален по-своему. Да, весной паводок, летом пожары.
Летом тоже может быть паводок. Летом тоже может быть паводок, осенью Да. может быть Как-то паводок. я уехала в Верхоянский район Ага. и 1,5 месяца прожила там Из-за паводка. из-за паводка. Застряли? Да, застряли. Ну как застряли, паводок был. Ага. Вот. И, соответственно, жили там, работали Мгм. 1,5 месяца. Потом я прилетела обратно в город, и через неделю у нас угроза населенному пункту Орлах в Мирнинском районе. То есть я только успела все перестирать, я еще должна была уходить в отпуск, Мгм. но пошла угроза Орлаху, и, собственно, в течение 40 минут мы вылетели туда. Да, я прям ехала в платье, в туфлях, в машине, мне брат вез вещи, спальник, Мгм. палатку. Вот, переодевалась уже в вертолете и летели в Мирный. Вот Мгм. такая работа. Да. А сложно работать девушке в коллективе, где, ну, в основном мужчины? Ну, у нас нет такого сильного разделения на пол. То есть мужчина, женщина, мы в первую очередь все в погонах, мы офицеры. Ну, я вижу, да, все время. Хоть Да, в форме. Вчера мы с вами и- встречались тоже в форме. А, форма, она, скажем так, нивелирует половые признаки. Ага. Вот. В первую Погоны очередь. надели, все. Да, в первую очередь ты офицер, ты специалист. Сначала для Мгм. тебя работа, а потом все остальное. То есть, ну, сколько я летаю, я постоянно летаю с мужчинами, естественно, в командировке. У нас нет женщин-спасателей. Ну, имеется в виду в составе якутского ПСО, и именно те, которые работают на сложных оперативных, женщин нет. М. Привыкли. Кто-то относится как к дочери, к сестре, то есть вполне спокойно заботятся. Ну, как и я о них. То есть, ну, как любая женщина, естественно, готовка достается мне в командировках. Но у нас есть и ребята, которые замечательно готовят и не отдут эту вотчину. Вот. Сейчас И мы мы- подрежем немножко зелени. И начнем готовить соус, да? Да, У нас соус буквально обычный, какое-то на время основе осталось сметаны. уже. Минут 10, да, осталось? Буквально, минут Буквально, да. А я тем временем, Ксения, задам такой серьезный вопрос. Ну, я понимаю специфику вашей работы, да? Научились ли вы такой с холодной головой делать пресс-релизы? Потому что я понимаю, да, учитывая специфику вашей работы, все равно какие-то такие новости не очень хорошие всегда могут быть. Да, это необходимость в Мгм. нашей работе, что Мгм. в любом случае, какие бы ситуации в жизни не были, Мгм. ты будешь отрабатывать. Лично мой опыт, я писала новость о пожаре собственного дома, дома Даже- своих даже- родителей, да. Мгм. Я тогда только была назначена, Мгм. я даже не поверила, я просто работаю еще преподавателем на полставки, веду лекцию, и очень много фотографий, видео приходит в WhatsApp. Ну, не все же номера сохранены, Мгм. понять не могу. Ну, так, смотрю, деревяшка горит, ага, ну, вроде пострадавших нет, думаю, сейчас выйду с аудитории, и все. Тут поступает звонок от брата, он говорит, ты в курсе, что наш дом горит? Даже так. Ну. Да. И я начинаю пересматривать фото-видео, то есть уже внимательно, естественно, как там подъехали машины. И вот отрабатывала Видишь. пожар, да. Видишь, вот так. Вот. Бывает частый случай, что где-то происходит трагедия с родственниками или с друзьями родственников. Мгм. А, Город маленький, да. Ну, что Не делать? город, республика. У меня очень большая семья, Мгм. очень много родственников. У нас у прабабушки было 7 детей, и потом вот понеслось у каждого Мгм. тоже, ну, много детей, там по 2, по 3. Естественно, мы разрослись и разъехались в районы, и, соответственно, вся республика, все родственники, если что, первый звонок либо моей бабушке с мамой, чтобы через меня узнали, либо мне напрямую. Мгм. И здесь у тебя уже выбора нет. То есть, как бы это ни относилось лично к тебе, ты все равно будешь работать, отрабатывать. Ну, свою работу тоже до Да. конца выполнять, да. Ну, вот включается, конечно, да, эмоциональный момент, когда вроде нужно выполнять свою работу, но при этом все равно ты переживаешь, тем более, что когда с близкими, с родными что-то происходит. Приходилось обращаться к психологу, ну, вот какие-то такие моменты. Я регулярно хожу к нашему психологу. Мне очень там хорошо. Ага. Это одна из наших социальных гарантий сотрудников, что нас... Да, потому что, ну, мало быть стрессоустойчивым, я так полагаю, Ещё да, нужно в снимать вашей этот стресс. работе. А? Да, еще нужно снимать этот стресс. Уметь.
уметь. справляться и снимать этот стресс. А как? Вот как вы это У делаете? нас есть комната психологической разгрузки. Мгм. Вот, там делается массаж, различные тренажеры, направлены на активность головного мозга, зрительную память, то есть разгрузка глаз. Вот для меня это очень важно, потому что вся моя работа построена на том, что либо я в экране компьютера, либо в экране телефона регулярно на связи, Мгм, мгм. либо съемки, то есть у меня постоянно перед глазами и часто сменяющаяся картинка. Это большая нагрузка на зрение. Мгм. Соответственно, это один из этих тренажеров мне помогает расслабить. Какие-то, может быть, медитативные практики, нет? Общение с психологом. Мгм. Для меня у каждого по-разному. То есть для Мгм. меня достаточно массажа, общения с психологом, стимуляция активности нейронной связи мозга Мгм. и расслабление зрения. Мгм. назовем. Я правильно не скажу это. Роман у вас был уже в студии, Да, мы да, можем да. повторить. Он тоже и он расскажет рассказывал, про да, что методики. всевозможные, да, то есть каждому, конечно, он говорил, что индивидуальный подход, потому что все люди разные Да. по темпераменту, по эмоциям, впечатлительнее особенно бывает. Но, как говорится, все равно профессия, как говорится, профдеформация все равно какое-то что-то накладывает. Так, да? Да. Ага. А у нас тем временем? Тем временем у нас уже это всё готово. готово. Да, вот сметана. Я еще принесла с собой. Я не могу ее назвать аджикой, она, к сожалению, получилась не острой, Так. но очень вкусной. Так, То есть я давайте её попробуем. я Это её- тоже вот к этому. Да, как это второй соус, я ее Мгм. делала в прошлые выходные, Мгм. приготовила сама. Да, а какой, на ваш взгляд, самый идеальный соус мантом? Бузом мантом. Я люблю без соуса. Я просто Просто? люблю мясо в тесте. Мясо в Да? тесте это моя самая любимая еда. А знаете, как правильно надо кушать? Все, да? Все? Да, я тоже думаю, что все. А тебе? Мы заняли тарелку. Заняли твою тарелку и придется другую взять. Ва! Красопет. Сразу видно, что домашний. Да, сразу видно, что домашнее. Давайте это Петру положим. Петр, Он же любит. Да. Мне? Да? Да. Боже, какая честь. Но они пока горячие. давайте соус по соседству, да? Чуть-чуть. Петр? Да, надо чуть-чуть подождать, пока остынет. Ой. Угу. И вот соус домашний ваш, да? Да, Чуть-чуть подмешать, да? чуть-чуть. И тоже по соседству, да? Вот сюда. Всё, А мне тоже отлично. рядышком. Ну что ж, друзья, наступает самое лучшее время нашей передачи. Собственно, дегустация. Давайте пожелаем друг другу приятного аппетита. Я был в Бурятии, специально ездил туда бузы Нет, там кушать. сначала переворачиваешь, сначала бульон. Нет, а они потом- откусывают. а, Вот так выбивают прямо через дырочку. Кто-то так. Он так делает. Мгм. Пьют такой, «Ой-ой-ой-ой». Вот обязательно вот так надо сделать, сказали. Ну, говорю, ну ладно, Как вкусно. очень Что вкусно. горячее еще. Да, Горячее с бульончиком. Ну, мне руки, видимо, это железный человек. везет вам. Муа-муа-муа-муа-муа. Ладно. Вкуснота несусветная. Да. вкусно. Вообще. Здорово, Ксения. Спасибо. Да, спасибо вам большое. У нас еще немножко осталось времени. Да, расскажите, пожалуйста, нам, как вы отдыхаете. Хотя я думаю, что у вас совсем мало времени остается. Нет, у меня, как у любого сотрудника, Весь очень отпуск. большой отпуск, да. У Мгм. меня отпуск 74 дня. Так, ага. Я его делю. То есть 2 раза в год я отдыхаю. У Мгм. нас, к сожалению, только 1 раз оплачиваемый проезд. Мгм. Но я люблю путешествовать. Я регулярно посещаю наши соседние субъекты. В целом по стране езжу. У меня остался неосвоенным, наверное, Урал. Все остальные центральные города всех федеральных округов я была. М. Вот. В этом году, в сентябре, я поеду в Луганск. Мгм. Да, буду отдыхать там.
Ну, то есть вы, для вас самый лучший ход — это путешествие. Да, для Новые- меня путешествия, новые новые земли. люди, эмоции, менталитет жителя. То есть что-то ты новое, ну, как я говорила, вот с Чечни привезла специи. Также я всегда со своих путешествий привожу какие-либо травы, смеси, новые блюда, которые можно Рецепты приготовить, новые. рецепты новые. Мне очень понравилось в Казани. Очень красивый город, чистый. Очень красивый город и очень вкусно. Наша кухня схожи, Мгм. то есть это тюркские как бы народности, соответственно, очень много похожих Да, блюд. согласен. Но в то же время есть свои индивидуальные, Свои локальные новшества. свои локальные новшества, очень вкусно. У них даже есть свой, как фастфуд, наверное, Да. называется. Но такая кухня доступная, то есть национальная. Мгм. Очень вкусно, мне очень там понравилось. Набрала пару килограмм. Поэтому во всех путешествиях всегда стараюсь что-то новое узнать. Людей, кухню, взгляды, музыку, интересы. Замечательно. Ну что ж, нам подсказывают, что наше время, к сожалению, заканчивается. Мы обязательно это будем за кадром доедать. И у нас такая традиция, пожалуйста, на эту камеру, пожелания для наших телезрителей. Пожелание для наших телезрителей – это однозначно соблюдать элементарные требования безопасности. То есть мы за вас беспокоимся, переживаем. Вы сократите нам, сотрудникам МЧС, работу, если будете соблюдать нормы безопасности. Как в быту, так и в природной среде. Не нарушайте. А я еще раз скажу, что у нас сегодня была руководитель пресс-службы МЧС Якутии Ксения Рахматульна. Ксения, еще раз спасибо за Спасибо. очень вкусное блюдо. Мгм. Да, мое любимое, я уже все раз говорил. Успехов вам в работе. Будьте здоровы, как говорится. Семен Тарбахов, я Петр Цпандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Да. Будьте здоровы, еще раз говорю, и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.